Я пока чат не вижу. На сам эфир зашла? Нет, еще у меня его нету. У меня пока тоже. М? У меня пока тоже. Теперь да. У меня нет настроек. Слышно хорошо. Скажи что-нибудь. Добрый вечер, друзья. Правда, я еще не вижу. Никого нет. Нет никого. Слышно нормально. «21 человек». Уже? Да. Ага, Гульфира. 30 человек. Привет, Лейла, домохозяйка на удаленке. Добрый вечер. Так, Мариам М. Сердик Хел Халила. Юлия Россия. Добрый вечер. Друзья, добрый вечер. Банда моя тоже подтянулась вся. Мила, здравствуйте, дорогая Лила. Привет из Белоруссии. Добрый день. Ирина Гаврюшкина. Добрый вечер. Вернее, добрый вечер всем, друзья. Я так прибежала быстро, как всегда, опаздываю не пунктуально. Поэтому еще немножко буду путать кое-что. Так, Плиева смотрит меня. Плиева, у меня, между прочим, мама Плиева, если что. А Вадим Кин, добрый вечер, Лила, как здоровье? Ну, это бабушка Вадика. Спасибо, хорошо, как ваше здоровье? Ну, все мои подписчики почти здесь. 54 уже. Алексей Махненко, привет, наша дорогая Лила и Ибрагимка. Добрый вечер. Гульфира, очень рада видеть и слышать вас. Друзья, я хоть вас и не вижу, но очень рада вам тоже. Так, Светлана Кружилина, добрый вечер, рада вашему эфиру, спасибо. Ирина Гаврюшкина, добрый вечер всем. Тамара Дакаева, Лейла Марш, Тамара Марш. Светлана, добрый вечер, Лейла, привет всей вашей семье. Спасибо вам тоже, привет от нашей семьи. Так, Лена, как здоровье, Мадина? Все хорошо уже, сдавала тест на... Пришел отрицательный ответ. Как его? Отрицательный же ответ, говорят. Чего? Ну, ковид. Да. Тест отрицательный, короче, Наоборот. пришел. Не знаю. Да, но Короче, нету. теперь ОИшки положительный. Так, Плиева, я тоже Плиева, значит, нянь еще. Ты моя тетя, получается, да? Ташина семейка, добрый вечер, дорогая Лила, очень рада вас видеть. Давненько я к вам не заходила, не заглядывала. Добрый вечер, Наташа. Как у вас там дела? Так, бабушка Вадика, узнали меня, приятно. Конечно, вы же у меня постоянная подписчица, которая регулярно почти каждый мой ролик подписывает. Конечно, узнала. Милана Джандарова. Сейдик Хелхадух Яхал Милана. Наталья Андреянова, добрый вечер, Лила, очень рада вас видеть. Здоровья вам и вашим родным, особенно бабулечке. Спасибо большое. Так, Гульниза Меланхамедова, да, друг, если я неправильно, извините. Добрый вечер, Лейла Халай, очень рада вас видеть. Лейла Халай, ну, понятно. Тамара Дакаева, Лейла, ты золотой человек. Спасибо, Тамара. Ислам Плей, Лейла Сердик Хелшин. Шуна Хейл Сердик. Наталья Е. Добрый вечер всем. Что уже с руками сделали, где поранились? Ой, а что, заметили руку мою? Я когда-то поправляла. Между прочим, кровь идет. Принеси мне что-нибудь. Так, скажу и где поранилась. Так. Лилия Головина, привет из Казахстана, привет. Ирина Челайдук, да? Что с руками сделала, где поранились, я уже читала. Лина, ассаламу алейкум. Лейлуш, валейкум ассалам. Фатима Ураскулова, приветствую всех. Ириска Крапка, добрый вечер. Всем добрый вечер, Ирина. Я рада всем, девочки, как будто бы вы ко мне в гости зашли. Галина, Лейла, добрый вечер тебе и всей семье. Добрый вечер, Галя. Так, Мила, мы вас очень любим, вы хозяюшка, умница, дай Бог вам здоровья, долгих лет вам. Спасибо большое, Мила, огромное спасибо. Серик Малдасалиев, добрый вечер, всем привет. Добрый вечер. Так, я вышла из чата. Так, Тамара Дакаева, Ибрагим Углы, привет. Роза, дай Бог вам здоровья.
Спасибо, Роза, всем, всем, всем тоже желаю здоровья, счастья, мира, добра, всего, что вы хотели бы желать для себя. Рукоделие от белки стрелки. Лейла, добрый вечер, моя хорошая, добрый вечер. Плиева, Мала улица, Бахшенбарш. Ой, я сейчас улицу не могу вам сказать, если честно. Наташа Лабазанова, да? Салам, маршал из Казахстана. Вам тоже салам, маршал. Рая, самая хорошая наша. Спасибо, Рая. Девочки, вы меня, конечно, все смущаете всегда. Нашел что-нибудь? Это я курочек чистила. Целая А? аптечка. Исполнила целая аптечка. А, Буду в прямом эфире тебя... Ибрагим слишком сильно наточил нож. Мархет Аскерханова, доброй ночи, приятно видеть тебя. Как здоровье мамы, дай Аллах всем вам здоровья и удачи во всем. Спасибо, у мамы все хорошо, алхамдулилла. Так, а бабушка Вадика, как вас зовут, чтобы мне было легче к вам обращаться? Вадим Ким, привет Ибрагиму, помощник у мамы, вам терпение. Жениться сыновьям, чтобы маме легче было сноху. А вот он как раз только и говорит, я прибежала на стрим, я говорю, я опаздываю. Ибрагим говорит, ты никогда его не делаешь, чтобы тебе было удобно. Я говорю, мне всегда неудобно, мне всегда что-то нужно делать. Он говорит, давай все, женись, жени старшего. Курочек чистила. Ибрагим зарезала мне 3 петушка, и я их разделывала, все такое, и, не знаю, что-то резанула по руке. Ну ничего, ничего страшного. Так, Ира, а мы к вам зашли, вот будем гостить немного с вами, спасибо. Тамира Дакаева, не смущайся. Спасибо. Лейла, это правда. Спасибо, Тамара. Нина Мирон, добрый вечер, Лейла. Здоровья всем, вашей семье. Да, семье. Привет из Молдавии. Спасибо, Нина, вам тоже привет от нас. Ирина Бондаренко, Лейлочка, добрый вечер. Очень рада, что успела на эфир. Вы прям таким родным стали для меня. Обожаю вас, Омск. Спасибо, Ирина. Так, Белла, Лейла, добрый вечер, моя хорошая, второй раз. Так, Минрай Меов от Ибры. Ибра, это кто там? Кто-то от тебя. Друзья. Эй? Друзья. Твои друзья. Рая, всегда будьте на связи, скучно без вас нам. Спасибо, Рая. Так, Мадина, ассаламу алейкум, как дела у вас? Очищение, иншаллах. Валикум ассалам, нормально. Галина, Лейла, вы все вкусняшки танзилины съели? Нет, еще остался как раз-таки салат с ананасами. У нас его практически никто не любит. Юлия, Россия, Ибрагим, походу ты быстрее женой приведешь, чем твои братья. Это однозначно, Юля. Галина С. Лейла, Ибрагим, привет из Нижнего Новгорода. Добрый вечер. Так, Тамара, давайте все вместе поблагодарим режиссера Ибрагима. Северная чайка, добрый вечер, Лила, добрый вечер, я рада вам тоже. Так, от Ибры, кто там? Читай его, добрый вечер, Лила, от Ибры. Что? Кто-то еще зашел, Ток. А да, я тут их много будет. Ты что, их позвал к нам в гости на чай? Друзья, у нас такая погода шикарная, эти 2 дня стоит. Как у вас там? Как будто бы не зима, я как раз... Ой, еще один от Ибры. Ну, спасибо, друзья, Ибры. Так, Серик Молдосалиев. Вы в каком городе живете? Ну, я живу в селе Кантышево, но у нас рядом Назрань, в Ингушетии, если что. Всего вам хорошего. Грейзи футбол, да? Футбол, или как его читать? Те твои друзья. Озвучивай своих друзей сам. Малгабек, 93 девятки, короче. Сердик Халшин, Лейла Шона, Хейл Сердик. Спасибо вам всем, друзья, что зашли. Рая, у нас погода весна, зимой называется. Вот именно, даже сегодня я как раз говорю, Галя с Майами, ну, буквально недавно мы с ней связывались. Весной пахнет даже на улице, вот тепло, и как будто бы вот такой вот весна весной, как будто бы вот ранняя весна, в начале марта бывает вот такое вот. Странно очень даже. Так, Серик Молдосалиев, спасибо. Так, Антонина Аксенова, да? Аксенова, снега нет, легкий морозец, Рязань. Елена. Так, ну, Елена, здравствуйте, дорогая Лейла, я из Симферополя. У нас дождь сегодня и плюс 15.
Оля Шевцова, привет из Карбулака, смотрю вас с удовольствием. Ой, спасибо. Тамара Такаева, у нас холодно, жесть. Так, Ирина, у нас в этом году зима пришла точно по календарю. Я сейчас трону. Ждет. Я не понимаю твоих. Руку, говорю, видно. Ну ничего, там же это. Ну, всё. Рая, как мама ваша? Очень хорошо, нормально, все хорошо себя чувствует, все хорошо. Так, Мелани, 1983, добрый вечер, у нас тоже хорошая погода, я из Владикавказа. Но мы рядом живем в Владикавказе, тоже явно видно, что хорошо, хорошая погода. Лемка Цичуева, Лейла Сердик, Хил Сердик, добрый вечер. Рая Соломашали, обязательно передам. Любаша, дорогая Лейла, привет из Бреста. Добрый вечер. Я когда собираемся или завтракать, или обед, говорю, мам, тебе привет передавали. Они что, говорят, меня знают? Я говорю, тебя все знают. Так, Галина Касперу и Мосе большой привет. Ой, Галина Каспер и Мося объелись обрезок от курочек. Юлия Россия, у нас сугробы по колено, но тепло, очень странно, откуда сугробы? Между прочим, мы очень скучаем по снегу, практически его и не видим. Лейла, ваши сыновья, дочери тоже совершают намаз, конечно. Мадина задает. Антонина Аксенова, я ваша новая подписчица, нравится ваш канал. Спасибо. Большое спасибо, Антонина. Я надеюсь, вы с нами останетесь. Рая, конечно, она наша звезда. Любаша, я очень многому у вас учусь. Спасибо. Северная чайка. Лейла, как твое здоровье, как дети, внуки? Желаю твоей семье всего хорошего. Маме Машу и здоровья. Берегите ее. Вот это сердечко для мамы. Спасибо. Спасибо. Ничего, у нас все нормально, более-менее, алхамдулилла. Немножко приболела Мадина с ребятишками, но уже идут на поправку. Вот как раз курочек для них мы зарезали, чтобы сделать бульончик. Мадина уже 3-4 день просит у меня одну курочку. И вчера смеется, мама говорит, я, наверное, выздоровлю, пока ты курочку мне пришлешь. Так. Гульфира, у нас страшный гололед, весь город как большой каток. Ой, гололед страшное дело, конечно. Ольга, добрый вечер, добрый. Так, в Москве тоже сугробы и метель. Рабия Эгиева от Ибрашки. Спасибо. Алиева Настя, в Питере все замело и ветер. Вы замечательная. Спасибо, Настя, спасибо большое. Так, и Влада. Добрый вечер, я из Кубани, у нас одуванчики цветут. Ну, значит, у нас одинаковая практически погода. Татьяна П. Добрый вечер всем. Тамара Такаева, Антонина Аксеновна, у Лейлы очень интересный канал. Аксенова, да? Замечательный человек. Спасибо, Тамара, спасибо. Это вы у меня все замечательные. Все, чат остановился. Ты где остановилась? Добрый Тамара вечер, Такаева. Там дальше добрый вечер, передавайте привет вашей маме. Я не вижу. Вот пошли еще сообщения. Да, вот вижу. Наталья Драгун, добрый вечер. Передавайте привет вашей маме обязательно. Спасибо. Мария Жабоева. Лейла, добрый вечер. Добрый. Галина, Лейла, ты немного уставшая. Нет, Галь, сегодня я практически ничего не делала. У меня на кухне такое творится, что просто сейчас буквально этих 3 курочек зарезала перед тем, как стемнело, и разделывала их. А так сегодня ничего такого не делала. Джабраил у меня с головы на ноги поставил, или с ног на голову поставил кухню. Так, Тамара Такаева, на твоих видео я отдыхаю. Спасибо, Томочка. Манлена, Лейла, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, если можно, во сколько лет у вас дети начинают читать Коран? Читать Коран как могут. В принципе, у нас даже есть маленькие 6-летние и 7-летние, которые очень хорошо читают. А вообще вот идут с 5, с 6, в основном с 7 лет уже идут в медресе и начинают учить. Но есть такие вундеркиндики, которые и в 5, и в 6 лет прекрасно читают Коран.
Так, Сиара Арнаутова, да? Салам алейкум, дорогие наши. Очень понравилась ваша дочь, ее салатики. Ждем ее с нетерпением и новых блюд. Скоро праздники, всем салам. Валейкум ассалам. Ну, надеемся. Ну, она у нас редкий гость. Не знаю, когда еще приедет. Хотя, наверное, числа 12 она приедет, обещалась. У нас тут день рождения у кого-то. Юлия и Россия. Ибрагим, ты в эфире будешь или, как всегда, за кадром? Я уже ответил. Ответил уже. Татьяна, Лейла, давай рецепты для автоклава. Да уже надо, действительно. Сегодня думала, вот уточек, наверное, зарежу и будем делать утиный этот, как его, тушенку утиную. Валентина Михайловна, привет с Украины. Добрый вечер. Чечня, Лейла, Бельгия смотрит. Здоровья, Мадине, спасибо. Так, Тамара, Лейла, знаешь ли ты о такой кастрюле медленноварка? Нет. Так, Галина. Лейла и Ибрагим, Расул вернули тебе новогодние носки или до сих пор их носят? Ибрагим одни испачкал, в ванной лежат, а Расул вернул. Так, пес войны. А что вы расскажете про горох? А что рассказать про горох? Не знаю. Единственное, что я варю гороховый суп и все. Чечня. Белья из банды. Здоровья всем. Так, Наталья Зубкова. Добрый вечер, Лила. С большим удовольствием смотрю каждое ваше видео. Люблю вашу дружную, трудолюбивую семью. Спасибо большое. Отдыхаю с вами душой. Мира, всем здоровья и счастья. Ибрагим, у меня в телефоне я мутная. У тебя нормально? У тебя просто графика, наверное, плохая. Так, Елена. Ибрагим, вы по какой специальности именно обучаетесь? Озвучь. Что, еще раз? По какой специальности обучаешься? Веб-дизайнер. Так, Тамара, так я ее купила, но не знаю, что с ней делать. Я вообще даже не слышала о такой. Маруся Славянская. Мир вам. Кастрюля, наверное, мультиварка. Мультиварка знаю, но медленноварка не знаю. Анна Кулабиш, да? Добрый вечер. Хороший человек. Хочу спросить, как у подруги. Как избавиться от завистливых подруг? Вроде неудобно ругаться, но и терпеть нет мочи. Ой, не знаю. Игнорировать и все. Так, Роза, у нас снега нет. Вот именно гриль уже мне нужно пользоваться, Юлия. Нет, еще нет. Вот я жду, что у меня в кухне порядок будет, чтобы как-то снимать, что-то делать, потому что мне нужно снимать и выкладывать. Это все-таки для рекламы мне прислали. Сапиат Гасенова, добрый вечер. Добрый вечер, Самсук. Ассаламу алейкум, Лила, привет из Узбекистана. Валейкум ассалам, спасибо. Наталья Гурская, здравствуйте, уважаемая Лила. Я успела к вам на разговор. Жду вас с нетерпением. Можешь мне ручку с листочком принести? Я рада вам всегда. Спасибо большое, Наталья. Нет, Тамара пишет, нет, мультиварка это другое. Хади Игиева, доброй ночи, приятного общения. Добрый вечер, Хади. Как у вас дела там? Ольга Суханкина, вам, Лейла, комплимент от меня. У вас очень грамотная речь. Вас приятно слушать. Спасибо, Ольга. Гульфира Жаукенова, Лейла, тесто твое очень вкусное и самое главное экономное, только соль и сода. А то я добавляла еще сахар и масло. Ну, сахар там вообще, в принципе, не нужен. Так, минуточку. Что ты пишешь? Сейчас. Что ты пишешь? На, передай. Кому? Так, Айнура Кудайбергенова. Добрый вечер всем мира и добра. Привет из Кыргызстана, друзья, извините. Хади Игиева, все хорошо, с милостью Аллаха. Алхамдулилла. Так, Тамара, у Лейлы не только речь грамотная, а какая у нее дикция шикарная. Тамарочка, спасибо. Так, Амина от Ибры, спасибо. Ирина, от завистливых людей избавиться надо просто четко рамки свои ставить на общение с такими людьми. Ну, завистливым людям стараться не говорить о своих, может быть, радостях. Я не знаю, по жизни их будет всегда и везде. Насколько бы ты трудно ни жил, все равно есть завистники. Игнорировать и все.
Юлия Россия. Сейчас весь чат поругает Джабраила за долгий ремонт на кухне. Ой, я уже устала его ругать. Так, жена Азера, надежда на похудение. Ассалам алейкум, Лила, и всему чату мира и добра. Приятно видеть, родная. Валейкум ассалам, Хадиша. Мы оба не поняли твой почерк, так что напиши сюда. Что? Напиши вот это сюда на телефон. Почерк твой не поняли. Так, друзья, извините, минуточку. Я примерно понял, по-моему. На. Так, Лейла, хотела тоже поблагодарить вас за тесто на вареники и пельмени. Спасибо. Я очень рада, что кому-то понравилось, что, и, в принципе, я как-то... У меня чему-то можно учиться, я даже не думала. Так, Лина, может, скороварка? Да нет, наверное, Тамара знает, наверное, что это не скороварка. Так, Гульсина Анашкина, Лейла, приветствую вас с Казахстана. Будьте здоровы и процветания вашему каналу. Спасибо, Гульсина, вам тоже здоровья. Тамара, не ругайте Джабраила, у него работа тонкая, качественная. Барно Мусаева, добрый вечер, Лейла, привет из Узбекистана, рада вас видеть и слушать. Спасибо большое, я вам тоже рада, Барно. Так, Ольга, нам уже стало интересно, что же вы все пишете. Извините, конечно, в обществе секретничать нельзя, но мне нужно было кое-что, чтобы передать кое-кому. Друзья, о чем будем говорить? Спрашивайте, может, вас что-то как-то интересует? Так, Динара Бердикеева, ассаламу алейкум, добрый вечер, вы приятный Эжеша, я тоже хотела хиджаб одеть, наверное, да? Одевайте. Надя Голуб, добрый вечер, Лила, всем здоровья, смотрю с большим удовольствием. Спасибо, Надя. Надя тоже моя подписчица, давнишняя и практически всегда комментирует. Большое спасибо. Рая, странная кастрюля, да. Тамара, Лина, нет, не скороварка, именно медленная, приблизительно около 6 часов и более. Включаешь и идешь на работу. А, Тамара, ты не смотрела, может быть, в Гугле, загуглить, посмотреть, или в Ютубе, может, там где-то будет ответ. Юлия Россия, Тамара, мы чуть-чуть слегка, ну, Джабраила надо ругать. Да, его не чуть-чуть надо, Юлечка, а хорошенечко поругать. Галина, Лейла, у тебя хитрющий взгляд сейчас. Арина Иванова, ассаламу алейкум, тетя Лейла, Дагестан на связи. Валейкум ассалам, спасибо. Так, Динара Бердикеева, я из Екатеринбурга, очень приятно. Дон ПП, вечер добрый, как у вас отмечают Новый год? Тамара Дакаева, окей. Так, рукоделие от Белки-Стрелки, пусть Аллах дарует вам счастье в обоих мирах. Лейла, вы пример для подражания. Ой, Белочка, прекрати. Спасибо. Стихия, Танечка, девочки, если что... Стихия – это канал Татьяны, очень хорошей женщины. Она читает свои стихи, читает стихи других поэтов. Зайдите к ней на канал, посмотрите, пожалуйста, поддержите ее. Танечка как бы в очень тяжелом, можно сказать, положении, и ей наша поддержка нужна. Зайдите, у нее очень интересные стримы бывают, очень интересные стихи она читает. Зайдите, посмотрите, если вам не сложно, если вас заинтересует, и подпишитесь. Так, стихия, Лилочка, привет, добрый вечер, девочки, мальчики, всех приветствую. Добрый вечер, Танюшка. Как у тебя со здоровьем, как дела? Тамара, я сделала один раз индюшатину, не понравилось. Привет. Вы на ночь? Пойдем, аистенок. Так, микрофон, осторожно. Ой, ты, мама, золотой человек. Привет. 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 Привет, мама. Фадер. Ой, ты, мама, золотой. Ой, я тебя тоже люблю. Девочки, у нас гости. Так. Сейчас убежит чат.
Наташа Круглова, добрый вечер. Лила, рада встрече с вами. Смотрю все ваши видео уже каждый день. Какие у вас хорошие дети. Спасибо, Наташа. Так, Лена. Лейла, уже думали о каких-нибудь новых рецептах на Новый год? Да нет, как-то. Если честно, друзья, мы не так-то уж отмечаем Новый год. Во-первых. Во-вторых, я еще скажу, что у нас практически не бывает дома на Новый год. Так, Елена Шатрова, Лейла, смотрю с удовольствием ваши видео, все такие хорошие дома, но так удивительно, что возле домов не сажают деревья, весь двор в плитке, ведь летом так тени хочется. Ну, в принципе, сажают, но если кто не сажает. А где твой муж? Что? Да, да. Так, Тамара Дакаева, дайте ссылку на стихию. Ибрашка, ты сможешь написать стихия, ссылку, канал стихия в холодильнике, в пакете, наверху. Наверху морозилки, но в пакете. Так, что? Какой морозилки? На старой кухне. На старой кухне. Любовь. А? Подарок Аишки? Нет, подарок я не знаю точно где. Поищи на новой. Друзья, извините меня. На новой кухне коробочка была, посылка от этой, от Елены. Вот Уля хожу. Ну, я не помню, по-моему, Расул в ту новую кухню унес. Любовь Муравьева, добрый вечер, Лила, привет из России, спасибо за манты, кормлю теперь своих домашних и радую лепешками, и это благодаря вам. Мне очень приятно, спасибо, Любовь. Тамара Дакаева, ура, гости. Юлия Россия, дорогие друзья, пожалуйста, для Лейлы и Аишки лайки, да? Галина, кто к нам пришел? Алиева Настя, ну какая сладкая. Ирина Гаврюшкина, ой, кто пришел? Аишка. Юлия Россия, Мадина, привет, Аиша. Стихия. Лейлочка, ну Таня. Лейлочка, спасибо за добрые слова, только стрим провела, здоровье не балует. Ой, принцесса пришла, красоточка. Арина Иванова, привет, красотулька. Ольга, красотулька маленькая. Ой, царь, красотулька я. Ну, передай им еще, вот, поцелуйчик передай им. Передай, что? Передай. Ой, так. Эти где? Вот так. Ты мой золотой человек. Ты меня любишь? Любишь? А что тетя тебе что прислала? Смотри, тебе тетя что прислала. Вот какой подарочек тетя Лена тебе прислала. Ибрашка, конечно, там уже успел полазить. Так. Samsung, мы уже скучали по Ишке, а я как по ним соскучилась. Я ее уже третий день зову, чтобы она мне ее привезла, пока болеет, но так и не привезли ее. Алиева Настя, Мадине передавайте привет обязательно. Ирина Гаврюшкина, Аистята, привет. Манлела Аишка, Лапуля, привет. Тамара Дакаева, Маша, Аишка. Надя Голубь, привет Аистятам. Татьяна, Лела, сколько лет Аише? 3 годика. Так. Резистанс, или как этот ник читается? Моя дочь ровесница Аиши, все мечтает с ней встретиться. Так, Ирина. О, Аистенок в семейство приехала, рады видеть. Гульбана Нурканова, доброе время суток. Я, кажется, успела, хотя скоро конец. Очень рада видеть вас и, конечно, Аишку. Как мама... Что ты хочешь? Возьмите его на руки, чтобы Аишку было видно. Ага. Пстик. Как мама, скоро Джабраил закончит вам ремонт. Ну, все хорошо. Мама нормально. Ремонт, наверное, закончится когда-нибудь. Такого долгого ремонта у меня никогда не было. Так, Наргиз. Добрый вечер. Как вы? Рада видеть вас. Целую. Добрый вечер. Все хорошо. Я тоже вам очень рада. Надежда Печенкина. Добрый вечер. Здоровья вам, процветания вашему дому и каналу. Огромное вам спасибо. Вам тоже здоровья и всего хорошего. Зинаида. Медленная варка для тушения. Ага. Наталья Зубкова, с гостями вас, Лела, с радостью, спасибо. Лидия, привет, любим Аишу, ролик с ее стихами пересмотрела 5 раз. Ибрагим милый парень, но и Джабраил тоже очень симпатичный. Рады будем видеть и его в ваших видео. Мадине и деткам выздоровления. Айоля, хочешь? Давай. Ой, так, беги. Татьяна Казимирова, Лейла, уже не первый раз пишу. Вопрос, расскажите о своей семье, сколько вам лет?
Все, ты уходишь, да? Бистяга. Пока. Эйшка, 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 пока. Зрителям помахать. Хайли, пока, Аль, Хайли. Хайли, пока. Давай, пока. Тебе больше не пришлют тогда конфеток, шоколадок. Давай садись. Опа, давай сахар. Опа, Давай, пока. скажи пока. А ты что не поздороваешься? Не увидели меня. Увидят. Они тебя почти увидели. Нахай, пока, Алцер. Все, чудо-хтишин. Всем привет. И всем пока. И всем пока, да. Ну ладно, бегите, пусть папа долго не ждет вас. Все. Все. Фи. Хайцеряк. А, Фис. Так. В моей комнате, по-моему. Там батарейка закончилась. Татьяна Казимирова, Лейла уже не... Так, сколько вам лет? Мне 54 года. А что рассказать о семье? У меня 5 детей, 2 дочки и 3 сына. Дочери замужем, сыновья не женаты. А у старшей дочки 1 сын, ему 15 лет, у младшей 2, 3 годика и Мухаммеду 9 месяцев. Если что еще конкретно спрашиваете, значит, я просто пропустила ваши комментарии, наверное. Так, вкусные рецепты снуза, да, если я правильно читаю. Снуза Гала. Девушки, женщины, просто красавицы, всем здоровья и долголетия. Спасибо. Заходите на мой канал, я там столько вкусного для вас приготовила. Спасибо. Так, Элиза передает привет Аише. Привет, привет всем. Так, Аллах, дукьёх ельхэ, дизлн, диариасхол, видео, топ фильмс. Спасибо. Так, Лина, машалла, домохозяйка. Так, Лена, Аиша, здоровье и гнать от себя все вирусы. Так, Ибрашка хоботок в подарок просунул. Да. Леночка, спасибо тебе за подарочек. И Ибрашка, и Расул успели по конфетке оттуда вытащить. Тут же маленьких больше, чем младше, чем Аишка. Что ты ищешь? Весы в моей комнате разве нету? Посмотри там в углу тогда. Я их где-то недавно видела. Так. Татьяна такая, Татьяна, я извиняюсь, но тут она, наверное, не сможет такие рассказы о семье и так далее, но есть видео об этом. Арина Ивановна, скажите, пожалуйста, вы раньше где-нибудь в Центральной России жили или работали, может, без акцента разговариваете? Нет, я бывала в России, но так, как бы вам сказать, чтобы жить. Полгода 1 раз жила, ну, еще полгода еще раз жила. В советские времена, помните, у нас в Россию выезжали на заработки мужчины. Вот я с ними была, поваром ездила. А так нет. Я жила, в принципе, я росла в Осетии, если честно. Но опять-таки, хоть я и росла в Осетии, я росла среди ингушей. Как таковых, кроме школы, в доме мы тоже на русском не разговаривали, говорили чисто на ингушском. Ну, не знаю, может быть, так получилось. Училась хорошо, читала много. Телевизор смотрела много тоже, в какой-то мере помощь. Так, Соня, Лейла, здравствуйте. А как относится в Ингушетии к вашему блогерству? У вас там слышала, что любят совать свой нос в чужие дела и следить за чужой жизнью. Вы знаете, к моему блогерству, по крайней мере, пока я с их стороны только позитив, только хорошее, только приятное. Никто мне ничего пока не говорил. Все рады, все довольны. Вы сами видите, что моя вся родня, практически все мои родные, что с моей стороны, что со стороны мужа, любят сниматься, никогда не скрываются. И очень хорошо, даже довольны, даже, можно сказать, если честно, даже горды то, чем я занимаюсь. Вообще даже некоторые говорят, почему ты до сих пор у нас не была диктором на телевидении. Относятся хорошо, честно вам скажу, очень даже хорошо. Если бы со стороны мужа мои родственники, хотя бы один из них был недоволен, конечно, я бы
не вела канал, это однозначно. Тамара Дакаева, Арина Ивановна, Иванова, я тоже самое подумала, когда Лилу первый раз увидела. Так, я что-то пропустила. Что я в России жила, все. Так, было. Стихи я к вам загляну обязательно. Ангелина, привет из Эстонии, радости и счастья вам всем. Спасибо. Тамара, привет, Мадина. Так, Августина, добрый вечер, тетя Лейла. Так, рада видеть вас, наверное, да. Приятно, что ты тоже зашла, Августина, спасибо. Эсет Ингушка, Лейла Сердик Хелха, всем привет. Хейл Сердик. Так, Демирс Салам Маршал из Канады, да, Альюахиха, ух ты. Так, да, Альюахиха, если из Канады и на ингушском, значит, ингуш или ингушка, да. Айнура Кудайбергенова, ваши дети очень хорошие, спасибо. Надежда Печенкина, ваше тесто на кефире просто супер. Спасибо. Раисат Абдулаев, добрый вечер. Лейла, привет вам из Дагестана. Добрый вечер. Эсет Ингушка, Лейла, как твое здоровье, как мама? Алхамдулилlah, Эст, хорошо. Как у вас? И да, вы знаете, друзья, какой канал был, чтобы я не ошиблась в Инстаграме? Какая страничка была? Где? Что мне вчера рекламу сделала. Я не знаю. Принеси, у Багаудина принеси телефон, скажи, чтобы я неправильно не озвучила. Елена Тимошенко, Лейла, самый большой минус зимой какой бывает? Самый большой? Ой, точно не могу. Да. Скажи, чтобы вот Инстаграм, кто меня вчера рекламировал. По-моему, минус 15 было самое большое, я точно не могу сказать. Так, Лена, я поняла уже, что надо было Ибрагиму отправлять. Не говори, Лен, тут Ибрагим самый маленький ребенок у нас. И бабушка до сих пор его балует, если честно. Вот, покупает, говорит, чтобы мы, бабушка, чтобы ей там какие-то вкусняшки купили. И через какое-то время эти все вкусняшки... Какое через некоторое время? Через полчаса. Перекочевывают к Ибрагиму потихонечку, и печенюшки, и конфеты, все. Я начинаю ругать: мама, ты же их не ешь, зачем их покупаешь? Нет, вот купи и все. Вот, так что у нас ребенок, Ибрагим, наверное, всю жизнь будет маленьким ребенком, пока бабушка жива, это однозначно. Так, было. Аиша, красавица, привет. Ты так и не нашла весы? Ну, где я их видела? Недавно только. Это же вещь такая, что не потеряется. Так, значит, мы относимся с гордостью, что Лейла блогер. Спасибо. Кахамыч Езерша? Хорошо. Аишка, мама, этиха? Этиха, мама? Куан хайвагиха? Алена Семенова, привет с Большой Калмыкии. Привет вам, Алена. Тамара, адекватные родственники у тебя, Лейла. Вчера, оказывается, мне в Инстаграме у нас есть такая историк, я, честно говоря, не знала, что она даже есть. С моей стороны это плохо, конечно. Заурова Гагиева сделала мне рекламу в Инстаграме, я ее не просила, не знаю, как она обо мне узнала. Вот. Приблизно. Вот, мне девочки прислали, говорят, тебе сделали рекламу, а тебе писали, так что мне надо будет как-то, я подписалась, но у нее закрытый аккаунт пока, и поговорить с ней. И девочки даже рекомендуют по каким-нибудь вопросам, что ты не знаешь, можешь обратиться к ней, насчет истории Ингушетии, как бы. Вот, Алена Семеновна, я читала, так читала. Салам Маршал из Америки. Ух ты, охват какой, правда? И Канада, и Америка. Вам тоже салам Маршал. Люба Евтыхова, добрый вечер, рада вас видеть, здоровья вам и вашей семье. Спасибо большое. И, друзья, если вдруг я не отвечаю на комментарии, вы меня простите. Просто иногда у меня, во-первых, не бывает времени ответить. Думаю, попозже отвечу.
И так остаются, и некоторые просто думают, что я игнорирую их комментарии. Нет, в принципе, читаю я практически все комментарии. Но если вдруг что-то упустила, вы меня простите. И я буду стараться отвечать и писать вам. Но если что, извините, потому что я вчера узнала, что даже несколько раз, говорят, она мне писала, и подписчица моя, и блогер, но я не видела, по крайней мере, ее комментарии. Мне было самой немножко обидно, что я не ответила ей. Так что, если что, вы меня простите. Просто иногда у меня такая запарка бывает, что я не успеваю. Так, Фиалка Талипова. Добрый вечер, Лила. С какого села вы? Село Кантышево. Елена Тимошенко. Нам очень интересно смотреть, как живут люди в Чечено-Ингушетии. Ольга Палкина. Привет из Пензы. Я опоздала, но рада очень вас слышать. Младшие дети всегда самые маленькие. Да. Спасибо, Ольга, что зашли. Так, Фая Соломашева из Кузбасса. Здоровья тебе, Лейла, и твоим родным и близким. Успеха, процветания к твоему каналу. Спасибо большое, Фая. Вам тоже здоровья и вашей семье тоже. Марина Цыпленкова. Привет из Иркутска, из Сибири. Привет, Марина. Ингуш Империи. Саламашу вам из Магаса. Спасибо. Надежда. Лейла, вы будете на следующий год сажать... Ой, убежал чат. Огород. От каких культур хотите отказаться? Сажать буду, но, наверное, не в таком количестве уже, как в прошлом году. Огурцов поменьше посажу. А так все понемножечку буду сажать, потому что я привыкла к этому огороду, не могу без него. Малика Кагерманова. Очень бы хотелось, конечно, мне сделать теплицу, но не получается пока. Добрый вечер, чистой души человек. Лейла, спасибо вам за уютный и домашний канал. Всегда рада вас смотреть. Здоровья вам всем и благополучия. Спасибо, Малика. Вам тоже здоровья. Арина Иванова. Тетя Лейла, перед выходом в эфир или видео, когда выставляете, читаете сурат с глаз, особенно когда детей показываете, такие как сура Ихляс, Аль-Фаляк, Ан-Нас, это все по 3 раза, и Аятель Курси, спасибо. Наталья Гурская, ух ты, появилась Аиша к бабуле с признанием в любви, поцелуйчик от меня. Так, Анетта 82, Седик Хел Халила, спасибо вам большое, что на своем канале показываете все лучшие, что есть в Войнахах. Спасибо, Анетта. Фиалка Талипова. Я жила в Насыркорте, у меня 3 дочери ингушки, сама я татарка. А сейчас где вы живете? Галина, Лейла, очень люблю смотреть, как ты делаешь заказы. В ближайшее время будешь что-то делать? Уверена, что скоро будет огромная очередь из заказчиков. Да, и я должна сделать завтра заказ, но не знаю, смогу ли я снимать. Ну, мне Джабраил обещал сегодня хотя бы, чтобы было более-менее там убраться. Посмотрим. У меня есть заказ, можно сказать, даже немножко долгосрочный, потихонечку надо готовить там через день, каждый день. И заказчица у нас сидит на эфире, между прочим. Умбиалиева. Лейла, ассаламу алейкум. Каждый ваш ребенок по-своему молодцы. Пусть будут здоровы всегда, они как 5 пальцев. Да, валейкум ассалам, вы правы. Танзила Евлоева, Сердик Хелшин. Очень люблю ваш канал. Я сама с Кантышева, замужем в Сагапщах. Хахейл Сердик, спасибо, Танзила, что зашла. Мне очень приятно, друзья, вы просто не обижайтесь, конечно, но действительно мне очень приятно, когда меня поддерживают наши как бы соотечественники мои. Вот именно вы и спрашиваете об этом. Когда вот мне пишут мои соотечественники, когда говорят, поддерживают меня, я, значит, ну, я вижу, что я, в принципе, иду на правильном пути. И, как вы сказали, действительно, они меня вот поддерживают, и мне это очень приятно. Но, конечно, мне приятно, что меня смотрят и поддерживаете вы все, но вы меня поняли, конечно. Так, Фиалка, я живу у себя на родине в Татарстане, дети со мной. А вы в разводе? Ну, извините, конечно. Лейла, привет из Германии. Люблю ваши видео, смотрю Лили Минстер. Смотрю с большим удовольствием, многое беру на заметку, учусь, хотя я чуть старше вас. Здоровья вам всем и спасибо. Спасибо вам тоже. Здоровья, Лили. Так, Тамара Дакаева. Лейла, сними, пожалуйста, заказ. Интересно же нам, что люди заказывают. Хорошо, Тамара. Так, Елена Литыш. Лейла, привет с Украины, из Харькова. С удовольствием вас смотрю. Успехов вам и вашей семье. Спасибо, Елена.
Вам тоже здоровья и всего хорошего. Это я не вижу или только один лайк стоит? Ну, я не обновила. Лайков много там. Мгм. Там лайков 50, наверное, от моих. А ты что, им разослал, что у нас эфир будет? Сейчас 220 просмотров, 108 лайков. Ты я не вижу или нет Ну, чатника? наверное... чата сейчас проверим. Что ты поставила последнее? Елена Литыш. Ну, вот последнее. Анатолий Ковалев, где поставить лайк? Объясни. Надежда, Лейла, посмотрите канал Хеды Лабазановой. Очень интересные чешские блюда у нее. Я ее смотрела. Валентина Курбатова, я тоже хочу смотреть, как вы выполняете заказы. Спасибо вам огромное за ваше видео. Спасибо, Валентина. Будем смотреть. Ну, Хеда Лабазанова, там, в принципе, ничего нового я у нее не увидела, кроме вот этих кукурузных палочек, которые она делала. Вот это вот я раньше не видела. А остальное все у всех других блогеров, у чеченок я видела. Но скромная такая, хорошая женщина, видно. Анатолий Ковалев, были ли люди недовольные заказами? Нет. Единственное, у нас немножко были недовольны, когда мы с Танзилой делали для ярмарки блюда 8 национальностей. Там небольшая у нас, ну, форс-мажор произошел, что мы, во-первых, немножко опоздали с заказом там, и таксисты как бы поменяли, ну, короче, местами поменяли заказ, не тому заказ дали. Немножко было недовольство. А так пока, машалла, не было недовольных. Галина, а Лейла, перепелки зимой несут яйца, конечно. Но у меня нет, Галь, перепелок, мы уже давно убрали их. Так, Наталья, Пол, друзья, будьте все здоровы и счастливы, мира и добра. Спасибо, спасибо. Джульетта Иванова, привет из Греции, привет, привет. Таня Морозова, Лейла, всего вам самого доброго. Спасибо вам за ваше общение, ваше видео, здоровья вашей семье. Спасибо, Татьяна, вам тоже и здоровья, и удачи, и всего-всего хорошего. Анатолий Ковалев, кроликов не держите? Держали мы, у нас и кролики были, и перепелки были, но этим занимался мой старший сын, но что-то он убрал и то, и другое, пока не хочет. Но вообще в планах у него есть разводить и кроликов, и перепелок. Так, Тамара, Наталья, вам всего доброго. Анна Романенко, привет с Молдовы, я вас обожаю. Спасибо, Анна, огромное, спасибо вам. Юлия, Россия, Лейла, иду сейчас на работу в ночную смену и смотрю вас, не могу оторваться. Ой, Юлечка, тебе хорошей работы. Где ты работаешь-то вообще? Не в медицине ли? Антонина, если вас нет, день не скучаю, так нравится вас слушать и смотреть. Здоровья вам и вашей семье. Спасибо большое, Антонина. Анатолий Ковалев, приезжайте в гости в Астрахань. Приедем, спасибо за приглашение. Так, Анатолий, это женщина или мужчина? Потому что иногда под ником мужчины бывает женщина. Ольга Палкина, если вопрос корректен, ответьте. Если нет, то не надо. Что означает слово у вас бисмиллах, если правильно произнесла? Так, Ибрагим, ответь, что означает слово бисмиллах у нас, чтобы было точнее. С именем Аллаха. Всевышнего, как бы, с именем Что-то Аллаха, начинает. когда мы что-то делаем, что бы мы ни делали, мусульмане должны начинать со слова бисмиллахи рахман рахим, и это вот как бы вот так вот, с именем Аллаха, как бы, ну, как бы
ну, можно сказать, с благословения его, как бы, вот такое вот, с благословения, как бы, Аллаха. Так, сегодня не было, да, видео. Так, Лейла, какой приятный у вас голос, приятно поставленная речь. Я слушала бы вас часами, Лили пишет. Друзья, всех земных благ в это непростое для всех время и здоровье. Спасибо большое, Лили. А вы знаете, друзья, когда мне пишут, что у меня, во-первых, когда вот я открыла канал, это было что-то, все писали, что у меня приятный голос, приятно слышать вас. Мне иногда казалось, о ком они говорят, как может быть мой голос приятен. Во-первых, и это продолжается и сейчас, потому что когда мы снимаем ролик, мы же снимаем его маленькими кусочками, а потом нам нужно этот каждый кусочек прослушать и смонтировать его. И и приходится много раз это слушать, переслушивать. И мне настолько бывает мой голос противен, что я даже иногда думаю, «Ну, кому нравится мой голос? Мне он вообще бывает противен, я даже удивляюсь, когда это говорят. Так, Юлия Россия, в продуктовом магазине работаю, товар на полке выставляю. Ой, Юлечка, тяжелая у тебя работа, конечно, но ничего, хорошей смены тебе. Анатолий Ковалев, православные говорят с Богом. Ну, наверное. Тамара Дакаева, Лили взаимно. Анатолий Ковалев, я женщина, ну я так и поняла. Моя мамочка умерла в июле, а вы такая же теплая и нежная, как моя мамочка. Ну, соболезную вам. Так, если женщина, напишите, как вас зовут, чтобы я могла к вам обратиться. Примите наши соболезнования, Царствие ей Небесного. И пусть ваша мамочка окажется в раю. Надежда, Лейла, как вы празднуете Новый год? У вас принято его праздновать? Ну, как таковое вроде бы не принято, но все равно как-то его празднуют. Все равно с советских времен он идет как праздник. Ну, конечно, без выпивки, без ничего, но стол накрывают, как-то собираются, семья собирается. Ну, как такового большого празднования нет. Раньше, конечно, праздновали намного, как бы сказать, больше. Но вот именно наша семья, вот близких Яндиевых, собираются у двоюродного брата моего мужа. И там у них до рассвета бывает зикир. Так что все родные мы там. Но не для того, чтобы праздновать Новый год, а чтобы восславлять Всевышнего. Поэтому у нас практически дома никого не бывает. Но с появлением мамы последние 2-3 года один остается из нас кто-то дома, а так мы все там у них. Так, Гульбану Нурканова. У Лилы такие аппетитные заказы и красиво оформляет их, что и не может быть, чтобы не понравилось Ела. Это супер, спасибо. Юлия Россия, спасибо, но уже привыкла за 7 лет работы. Люда, Лейла, добрый вечер. Только зашла, а тут вы. Я так рада вас видеть. Интересно, о чем была передача? О чем вы уже рассказали? Может, и мои пожелания бы рассказаны. Завтра посмотрю всю передачу. Люблю вас и деток. В принципе, ни о чем не рассказано. Мы просто тут здороваемся. Если что, спрашивайте. Будет о чем поговорить. Я уж, по-моему, не так давно в эфире. Час только. Так, Галуси Салухаддинова. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Да. Анатолий Ковалев. Ольга, я молюсь за маму каждый день и вам здравия крепкого. Спасибо. Если окажетесь в Астрахани, то вам будет где остановиться. Спасибо, Олечка, спасибо. Антонина, мне тоже не нравится мой голос, но у вас очень приятный, и не сомневайтесь. Вообще, говорят, каждому человеку свой голос, когда он слышит его там в телефоне или как-то, не нравится. Меня всегда вот этим вот успокаивают мои дети, когда я говорю, мне так противен мой голос. Лина, скажите, у вас соленые огурцы на продажу сколько стоят? Ну, у меня в этом году нет на продажу их. Не знаю, вот сколько они могут сейчас стоить. 250 стоили осенью. Но я соленья на продажу в этом году не делала. А где вы живете, Лейла? Я живу в Ингушетии, село Кантышево. Надежда, Лейла, какие обычаи у вас совсем исчезли? У нас исчез один обычай. Обычно у нас невесту водили по воду. Он вообще исчез. Я вот в последнее время вообще не слышала, чтобы водили невест по воду. Мне нравился этот обычай, если честно. Марина Лескова. Вы просто себя при разговоре слышите внутренним ухом, а в записи он звучит по-другому.
так как его слышат окружающие. А голос у вас все равно очень приятный. Спасибо, Марина. Что у нас еще исчезло из обычаев? Исчезли, что вот когда невеста засватанная сидит, диверы приходили к невесте, заходили прямо вот, а сейчас не заходят. Вот, двоюродные братья, ну, жениха, друзья жениха приходили в дом невесты, когда она засватана. Сейчас этого нет. Сейчас просто два дивера приходят, но в дом не заходят, как бы знакомятся со своей будущей снохой, дарят ей какой-то подарок и уезжает. Так, Лена и голос. Вот этот обычай исчез. Что еще исчезло? Голос, дикция, построение фраз вас всегда очень приятно слушать. Спасибо, Леночка, спасибо. Ольга Кочнева, уф, успела. А так, в принципе, все обычаи есть. Ну, немножко изменились. Например, был обычай, что когда первый ребенок рождается, собиралась родня близкая, собирались вместе родители, ну, собирали приданое для ребенка, и несколько девочек ехали с приданым, ну, к ребенку новорожденному. Этот обычай тоже сейчас туда не ездят. Обычно приданое собирают, и когда, например, приезжает эта дочка с ребенком в дом, то вместе с ней отправляют это приданое. Вот, типа, это тоже немножко изменено. Так, здесь вопрос. Люда, хотела бы, чтобы вы рассказали про чемоданы и про людей, которые не богатые, а все равно все покупают. Откуда берутся финансы? Чемоданы, да? Сейчас расскажу. У нас есть родственники с дачного Индии, Диксакиха. Ну, мы тоже считаемся с дачного. У меня близкие родственники моего мужа из дачного. Так, сейчас я отвечу на вопрос. Вадим Ким, мне 67 лет, зовут Зинаида, это бабушка Вадика, еще у меня 4 внука, старший 21, младшему 6 лет, смотрю с интересом. Всем здоровья, бабушке, сынам и дочкам, внучке и внукам, всем и всем вам. Спасибо большое, Зинаида, я знаю, что вы смотрите, потому что практически каждый мой ролик с вашим комментарием, я вам благодарна безмерно. Спасибо большое, Зинаида, я теперь буду знать, что бабушка Вадика – это Зинаида. Спасибо. Ирина, ознакомиться на улице, во дворе или где? Так, сейчас сначала, Ирина, я отвечу на чемоданы и откуда берутся у небогатых людей. Во-первых, когда невесту сватают, и ей дают колы. Кто сколько, в принципе. У нас какое-то время было, что ограничение колым поставили, но все равно это ограничение тоже немножко обходят, ну, дают, как бы вам сказать, где-то от 100 тысяч и до 500 примерно. Кто сколько дает. Это тоже как-то не установлено, кто сколько даст. Поэтому это тоже, считайте, помощь большая. Но уже откуда у них деньги берутся, у кого их мало дают, мало же, поэтому, ну, по-любому или копят, или заработали, ну, настолько бедных, чтобы хотя бы какой-то колым не дать, наверное, нет, или ждут, как мы, например. У нас нет на сегодняшний день таких финансов, чтобы заплатить колым и жениться, поэтому мы ждем пока. Перезанимают, дают родственники, по-любому помогают родственники, у кого-то занимают. И вот так вот собираются и чемоданы, вот так вот играется и свадьба. В принципе, все эти деньги потом дарятся, гости же приходят, дарят деньги, все родственники какую-то сумму, близкие побольше, чуть дальше родственники дают поменьше. Эта сумма набирается, и эти деньги отдаются. В принципе, спокойно отдаются и остаются. Так что вот так вот собираются и так, точно так же собираются и чемоданы.
Колым дали, то, что на Колым что-то покупают. Близкие родственники дарят хорошие, ну, хорошие деньги. Раньше подарки как-то дарили, а сейчас деньгами, потому что лучше ну, сами купят, что хотят. Поэтому и по 10 тысяч, и по 20 тысяч. Бывает, что и по 50 тысяч дарят, например, дядя. Ну, если он живет, может себе позволить, то он дарит такую сумму, например, своей племяннице. Вот в этом плане просто помогают друг другу. Родственники помогают друг другу, одалживают, помогают. И вот так вот. Ну и по своим деньгам, у кого их, как вы говорите, там, у кого мало финансов, они по своим финансам собирают чемоданы. У кого больше, те собирают по своим меркам, как бы. Знакомиться или как и все, могут на улице познакомиться, могут на работе, на учебе, по этому же телефону, по интернету, как только не знакомятся, как обычные люди знакомятся, хоть где. Вот так вот. Галина, вы умная и сильная женщина, всех вам благ. Спасибо, Галя. Елена Тимошенко, все женихи и невесты знакомы заранее. Все женихи и невесты знакомы заранее. Нет такого, что молодые первый раз видят друг друга на свадьбе. Нет, конечно, чтобы на свадьбе. Вообще, чтобы не виделись, я еще не слышала. Они могут быть мало знакомы, но чтобы совсем не знакомы были, нет. Я об этом не слышала, по крайней мере. Тем более сейчас. Раньше еще, может быть, до моих времен даже. Редко, но, наверное, тогда бывало, что родители отдавали незнакомыми. А так сейчас нет. Так, у меня Антонина. У меня есть очень красивый клематис, и делится он черенкованием и делением куста. Я бы могла поделиться, но это весной, дай Бог дожить, будет видно. Ой, спасибо, мне очень понравился клематис, который у меня у снохи. Хотела бы, конечно, посадить. Я буду вам благодарна, если вы поделитесь. Так. Убежал у меня чат. Вот. Арина, добрый вечер, Лила, добрый вечер. Арина тоже моя подписчица, которая практически тоже всегда каждый мой ролик комментирует. Спасибо большое, Арина. Тамара, Елена, о чем вы говорите? Было лет 100 назад. Ольга Кулиева, добрый вечер, Лила, смотрю, только вас успокаивает. Спасибо большое, Ольга. Раяна, 149 лайк. Сердик Хейлха, рада вас видеть, давно подписана, но впервые у вас на эфире. Спасибо, Раяна. Хейл, Сердик. Ирина, нет, я имела в виду, когда уже засватанная девочка, когда дивери приезжают на знакомство. Вы говорили, раньше заходили в дом, а теперь нет. Вот я и спрашиваю, а где знакомятся теперь? Ну, прямо во дворе, вот они приезжают в двор. Я думала, просто парень с девушкой знакомится. Приезжают во двор к засватанной невесте, в дом не заходят, во дворе стоят, там, ну, буквально минуты 3-4 переговорились, познакомились и ушли. Если честно, мне это не нравится так вот. Лучше бы, конечно, когда заходили, посидели, познакомились, как-то было более комфортнее, мне кажется, не знаю. Лидия, Сердик Хел, Лила. Шанахель Лида Сердик, Лида тоже моя подписчица, которая тоже всегда комментирует и всегда у меня смотрит ролики. Спасибо большое всем. Надежда, Лейла, как у вас воспитывается уважение к старшим? Могут ли дети грубить, не слушаться, сбегать от родителей? Так, сбегать от родителей. Нет, конечно. Я не знаю, как воспитываются уважение к старшим. Это просто, наверное, в крови, на своем примере, просто так. Мне кажется, даже об этом и говорить не стоит. Например, я никогда не говорила своим детям, чтобы там они вставали, когда заходят взрослые, не огрызались, ничего. И они это видят просто на примере. Мне кажется, хоть что, сколько бы ты ни говорил, если у них нет перед ним примера, по-любому, они не видят, что делает отец, что делает дядя, что делает мама. Они это видят и по-любому лучше учатся на примере, мне кажется. Но, конечно, говорить тоже нужно.
Ну, практически я, лично я, не знаю за других, лично я вот как-то вот не озвучивала, что вот нужно обязательно это сделать, то сделать, до этого доходят, сами должны дойти. Так. Грубить, конечно, им не позволят по-любому. Ирина Бондаренко: Лейла, у нас вы не мутная, а очень прекрасная. Спасибо. Шаюрок хаджакок бухит галгайкица. Да, вот мне, к сожалению, нет имени. Это у нас поговорка. Так, как бы перевести насчет чемоданов. Смотря какой длины одеяло нужно ноги как бы, да, протянуть. Что-то такое, если дословно. Так, Раяна, как ваше здоровье? Очень люблю ваш канал. Спасибо, Раяна. Хорошо, пока, алхамдулилlah, хорошо. Марина Цыпленкова: молодцы, что сохранили свои традиции. Спасибо. Галина Кантукова, да? А если кто-то из ваших сыновей влюбится в православную, или это в принципе невозможно? В принципе, возможно все. Не знаю уже, что тогда будет. Возможно все. Почему бы нет? Кто его знает? Пути Господни неисповедимы же, говорят. Так, спасибо, Люда. Люда говорит: спасибо. А будут когда-то свадебные фото дочерей? Очень бы хотелось посмотреть. Они у вас такие красивые. Танзила, копия вы. Где-то у меня есть фотографии, вот ролик про фотографии, с фотографиями. Там Мадина есть в свадебном наряде, но Танзилы там в наряде нет. Я даже не знаю, у Танзилы есть свадебные фотографии, если честно. У нее когда-то был видео, этот ролик был, но она что-то говорила, что потеряла его. Кассеты, раньше же кассетные были. Вот эту кассету она потеряла. Фотографии я что-то не знаю. Наверное, у нее есть. Посмотрим, спросим. У меня в доме ее фотографии свадебной нет. Просто дело в том, что Танзил уже, можно сказать, украли. Она не засватанная вышла замуж, поэтому у меня ее фотографий здесь нет. А Мадина засватанная, у Мадины есть. И у меня на канале есть. Зайдите, где у меня вот фотографии. Там Мадина есть. Татьяна Блинкова: добрый вечер всем. У меня сноха татарка, и на свадьбе записывали, кто сколько дарит. Для нас это было непривычно. А у вас тоже так? Нет, у нас не записывают. Если ты запомнил, запомнил, не запомнил, увы. Беляева: мне тоже нравится вас слушать и ваши видео. Когда скучаю по родине, по Дагестану, смотрю вас. Валентина Риттер, Лейла, и всем добрый вечер. Валечка, добрый вечер. Добро пожаловать. Тамара: мне не нравится тоже, что братья жениха не заходят. Да, Томочка, я не знаю, мне как-то странно кажется. Зашли во двор, буквально 3-4 минуты как-то постояли и ушли. Лучше бы зашли, посидели, чайку попили, поговорили бы, часок хотя бы так вот. Мне кажется, это намного красивее, чем стоять во дворе. Но это мое сугубо мнение. Раяна: у нас это заложено с детства, это у нас в крови. Да, Раяночка, да. Ну, везде пример этого, и поэтому как-то даже объяснять этого не стоит. Потому что с маленького возраста ребенок это видит. Уважение к старшим, что нельзя, не то что там. Сейчас-то еще дети могут огрызнуться, сказать, что... А вот когда я была еще ребенком, например, когда нас отец или мать позвали, сказать: сейчас я приду, мы бы побоялись, например. Я даже не знала, что это можно сказать, понимаете? Я даже сейчас своим детям это говорю, особенно Ибрагиму. Ибрагима можно где-то полчаса ждать, если ты его позвал. Неправда. Правда, правда. И главное, нас же, я еще и говорю, нас и не били, нас как-то и не ругали, но вот у нас было такое уважение, вот, что, не знаю, вот нас позвали, мы должны были все бросить, что мы делаем, и моментально идти. И, ну, сейчас чуть-чуть по-другому, конечно, но все равно я уже начинаю Ибрагима тоже хорошенечко ругать, почему ты сразу не пришел.
Но Ибрагим это, правда, быстро забывает. Ирина, вы правы, говорят, воспитывать надо себя, а не детей. Они от нас учатся. Да, я как-то еще был жив мой отец, а мои дети еще маленькими были. Я его спрашиваю, я говорю, ну, пап, ты же нас никогда не бил, практически он никогда не ругал. Единственное слово моего отца, если мы что-то там нашкодили, что-то сделали, это было «дурак, мо дурак». Но это для меня было такое ругательство. Мне так не хотелось, чтобы это мне отец говорил, и я всегда старалась делать что он хочет и как он хочет. И поэтому я ему как-то спросила, а как ты так нас воспитал, что вот вроде бы ты нас не бил, не ругал, а мы как-то, ну не то что боялись, я бы не сказала, что мы боялись, но я, наверное, страшно его уважала. Вот сейчас я это понимаю, я его уважала. Он рассмеялся и сказал, уметь надо. И не объяснил ничего. Поэтому не знаю, наверное, каждому как-то нужно уметь ладить со своими детьми. Лидия, Лела, расскажите немного о девере. Сколько ему лет? Живет ли у вас постоянно или просто частенько навещает? Он хороший человек, помогает в огороде. Так, мой диверь на 5 лет младше меня. Это сколько ему получается? 49? Да, 49 лет. Нет, он живет с нами постоянно. Он жил с нами всегда практически. Какое-то время, несколько лет, года 3-4 он жил со своей сестрой, а так все время с нами. Как только у него умерли родители, он жил со мной и с моим мужем. Теперь он живет с нами. Да, он мне помогает очень. По хозяйству он очень мне помогает. Так, Тамара, поговорка звучит так: по одежке протягивай ножки. Вот, Тамарочка, правильно, я никогда не могу вспомнить быстро. Лейла, добрый вечер, всем родным здоровья. Галина Иванова. Добрый вечер, Галя. Еще по одежке протягивай ножки, да. А Истенок ее семья. А мы теперь тут смотрим тебя. Уже добрались, молодцы. Арина, Лела, как вы относитесь к хиджабе? Кровопускание на Северном Кавказе практикуется. Честно, если Арина мне давно советует это сделать, но я почему-то боюсь, не знаю. Вот даже буквально, девочки, у меня есть группа в WhatsApp, которые, ну, мои подписчицы перешли вместе между собой общаются и со мной общаются. Они тоже про это. Я говорю, я боюсь, я не знаю. Ну, не рискую я это делать, почему-то боюсь. Хотя это говорят и сунно, и хорошо. Но не знаю, я боюсь этого. Наталья Гатаулина. Наверное, по одежке протягивая ножки. Да, вы правы. Анастасия Снегирь. Какая фамилия красивая. Лейла, здравствуйте, здоровья и благополучия. А как у вас обстоит дело с салонами красоты? Если женщины покрытые, как они их посещают? Стрижка, косметолог, депиляция. Я сама косметолог, мне интересно. Спокойно посещают. У нас, знаете, сколько этих салонов красоты, один на другой открылся. Посещают. Если мужчины их не видят, они же могут и снимать хиджаб, и делать какие-то процедуры, наверное, я не знаю. Посещают. У нас очень много салонов красоты. А Истенок и ее семья. Мадина говорит, Люда, я постараюсь на своем канале выложить свое видео свадебное. А Истенок и ее семья, лайки не забываем, друзья. Мадина, это было бы классно. Ислам Плей. Ирина, а когда невесту украли, то свадьбу делают только у жениха, уже дома у невесты не делают свадьбу и сундуков, тогда уже не надо. Да, Ирина, свадьбу играют только у жениха, но сундуки все равно везут. Знаете, как было? Сейчас у нас не крадут. Во-первых, у нас уже сколько лет? По-моему, лет 6 такой закон. Нельзя воровать невест. Ну, девушек нельзя воровать, как бы. Огромные штрафы надо. И со стороны жениха нужно выплатить огромный штраф. Убери, что ты там открыл. Положить в мечеть и также, по-моему, заплатить и семье девушки нужно большую сумму денег, и в итоге ей ее не отдают, как бы.
Поэтому у нас очень мало сейчас таких, ну, практически нет, чтобы сейчас были такие свадьбы, чтобы украли. Даже если украли, ее возвращают в дом, дают этот штраф в мечеть. Потом, если получается согласовать это все, уже за сватанную, как обычно, играют свадьбу. Вот. А вот раньше, когда вот действительно вот украли ее, например, где-то как только ее украли на второй, на третий день, она же в одной своей одежде вышла, в чем она была, ушла, получается. Уже родители девушки покупают все, что ей надо, 2-3 чемодана, и везут к ней, отправляют там. Например, вот Мэтензила вышла замуж, в 2 дня я ей покупала, ну все, одежду, белье, полотенце, утюг, постельное белье, вот что можно положить в чемодан. И Мадина повезла туда. На машине поехали, повезла туда. А потом уже через какое-то время, через месяца 2, примерно через месяц, она приезжает, ну, первый раз в родительский дом. Тогда уже собирается все, что ей нужно дальше. Там, мебель, шторы, стиральная машина, пылесос, что там еще, ковры, гладильная доска. Все это опять собирается и тоже везется туда же. Но также и Колым платится. Хоть украли ее, Колым тоже платится. Так, Мадина Алироева, добрый вечер, Лила, добрый. Так, Раяна, видела вас весной в Сбербанке в Назране. Сидели рядом, разговаривали, вы были с сыном. Постеснялась сказать, что я ваша подписчица. Пожалела об этом. Нужно было подойти. Тамара, не обижай Ибрагима, он замечательный парень, да. Ирина Крапка, Мадиночка, вы были красотка в свадебном наряде. Помню ваши свадебные фото из ролика. Тамара, это мы стали нервные, а не дети плохие. Ну, может быть. Хадижат Мальсага, Валила Сейдик Хелшин, в первый раз застал ваш прямой эфир. Как всегда, очень интересно слушать. Беркати Хелп Хабох, Хадижат. Вот еще одна моя соотечественница, так что можете понять, как они относятся к моему блогерству. Ирина Сашина, добрый вечер, дорогая Лила. Спасибо за теплый канал. Как зовут вашу маму? Очень она позитивная. И в общем, всех вас люблю. Спасибо, Ирина. Я вас тоже всех люблю. Мою маму зовут Душа. Или Душа, если так хотите. Ну, мы обычно Душа. Твори добро. Всем добрый вечер, хорошего настроения. Зашла на секунду. Желаю всем здоровья. Добрый вечер, Заремочка. Почему только на секунду? Куда это ты спешишь? Лидия, эх, Раяна, я бы подошла и обняла и поговорила. Ирина, вы знаете, меня мама тоже никогда не била, но от одного взгляда я уже понимала, что что-то не так. Вот именно, это точно, Ирина, я тоже понимала, когда отец был недоволен. Мария, добрый вечер, первый раз зашла. Лейла, здоровья вам и удачи. Спасибо, Мария, надеюсь, вы будете с нами. Светлана, добрый вечер, Лила, я новенькая, а как знакомиться жених и невеста? Новенькой добро пожаловать. Ну, как обычно, все и знакомятся примерно. Где-то в гостях знакомятся, где-то кто где учится, где работают. Могут просто так на улице познакомиться, могут познакомить родные, например, там у кого-то, ну, как-то где-то встретиться. Также в просторах интернета сейчас знакомятся, как у нас типа пословицы, что кто засватал, что сейчас поженил, Nokia поженила. Вот, раньше ж только Nokia были телефоны. Вот. Вот так вот и знакомятся, кто как где. Так, Лидия, удивительно, многие наши старики так ругались, дурак, мой дурак. Мой отец так, да, вот единственное было вот самое ругательное его слово. Светлана, а как присоединиться к вам в WhatsApp? У меня, Ибрашка, ты под каждым роликом мой WhatsApp ставишь? Да. Вот туда напишите, на мой WhatsApp напишите. Инстаграм точно ставлю, но вот сейчас не помню, ставлю ли я вот этот WhatsApp. А в канале же есть у нас наш номер WhatsApp? Да. Да. Вот там, где написано о канале, там есть номер WhatsApp. WhatsApp тоже Или мой, или Ибрагима. И, в принципе, практически у всех,
Во всех роликах в описании тоже стоит. Вот напишите на WhatsApp, и мы вас включим туда. Так, Таня Автухова, да, по-моему. Добрый вечер, Лила. Может, говорят за мультиварку? Нет, она говорит, что это не мультиварка, а именно медленноварка. Ирина, а зачем вообще крадут? Если не могут договориться, тогда воруют. Или в чем смысл ворования невесты? Ну, в этом и есть смысл, в принципе, что могут ее не отдать, что могут не засватать, во-первых. Вот это вот, если они думают, что не могут отдать, во-первых. Во-вторых, даже воруют, могут со стороны жениха, пока они хотят его женить, а он берет себе невесту, а он хочет жениться. В этом плане, наверное. Хотя я очень рада, что этот закон сделали, хоть у меня сейчас и нет моей дочери, но это было так трудно, девочки, друзья. У нас были такие проблемы из-за Мадины. Джабраил утром отвозил Мадину на учебу, она первый курс училась очно. Потом... А он работал сам на стройке. И получалось, он раза 2-3 только ее привозил, увозил. Когда куда-то нужно ей поехать, опять надо, чтобы Джабраил с работы ее отвез. Иногда она раньше заканчивала, там у нее пары были раньше, опять ездила. Это было вообще кошмар какой-то. Я была так рада, когда этот закон сделали. Мы спокойно могли, что она учится, что она работает, не переживать за нее, не охранять ее. Даже сюда на работу, в школу ходила, мы ее встречали, провожали. Буквально. Это было что-то, я не знаю. А потом спокойно, не переживали ни за что, знали, что не будет ничего такого. Все-таки не хочется, чтобы воровали, конечно, я не знаю. Вот и смысл ворования невесты. Галина, да, мне тоже никогда в голову не приходило слушаться родителей. Так, Аистенок, в плане депиляции в исламе запрещено только выщипывание бровей, но и здесь нашли выход, обесцвечивают. И из-за омовения нельзя покрытие на ногти носить, а так с удовольствием ходим. Ну вот, Мадина ответила. Так, Тамара, ставим лайки. Елена Литыш, Лейла, скажите, у вас башенки на полу стоят. Это традиция или элемент декора? Расскажите, из чего они сделаны? Елена, это просто элемент декора. Мне нравятся башни. У меня в селе есть человек, который делает эти башни. Они сделаны из камня, который привезен оттуда из гор. Но просто мне хотелось поддержать этого человека, потому что у него тоже какие-то проблемы со здоровьем. Но он делает вот такие вот прекрасные башни, мне кажется. И я и себе купила, и некоторым подарок покупала. И просто декор. Ирина Гаврюшкина, какое красивое имя у вашей мамы, здоровья ей. Спасибо, Ирина. Тамара, Мадина, отличный ответ. Я знаю одно, что эти салоны хорошие деньги делают, значит, есть посещаемость. Да, посещаемость есть, деньги делают, конечно, тоже хорошие. Но не все, мне кажется, умело это делают. Буквально недавно Мадина пришла после макияжа. Это было что-то. Тамара, думаю, эта кастрюля будет полезно варенье варить. Так, Тамара, наверное, будет полезно, знаешь, что варить? Что вот медленно нужно варить, именно, может, холодец там хорошо делать, какое-нибудь мясо немолодое тоже потихонечку тушить. Вот именно тушить, чтобы было на медленном огне, как тушенка, чтобы была. Вот есть же у нас, что 1,5-2 часа на медленном огне, на луковой основе, вот так вот мясо тушат. Вот это, наверное, там будет хорошо. И вот, мне кажется, для холодца хорошо будет там варить что-то. Поставил на медленно и пошел. Ирина Бондаренко. Лейла, мне кажется, вам нужно выделить день на запись разговоров с мамой. Обо всем пусть рассказывают какие-то примеры из жизни, истории. Нам все очень интересно. И она словоохотливая, общительная женщина. Постараюсь. Лида, помнишь, Лейла, наш зов, где-то отец спрашивает сына, где ты ее нашел, где? А сын отвечает, в интернете. Да. А Истенок и ее семья в чате 260 человек, а лайков и 200 нет, пожалуйста, ставьте. Значит, не нравится, Мадина. Валентина Курбатова. Мне очень понравилась ваша мама и очень хорошо знает и говорит на русском языке. Вообще, сколько языков вы знаете? Молодцы. Только русский и ингушский, если честно.
Ну, вы знаете, мама, когда жила в Казахстане, она у нас работала как бы за складом, за зерно, так что она работала как бы с большим количеством людей и, конечно, поэтому знает хорошо русский язык. Малика Албакова. Или когда есть старший брат, не женатый, или у него невеста, сестра старшая, не замужем, поэтому ворует. Да, вот моя племянница помогает мне, я уже забыла об этом. Почему ворует? Вот отвечает моя племянница Малика Албакова, это дочка моего брата, второго брата. Ну, например, если у жениха есть, у парня есть старший брат, он не может жениться, как бы, он ворует, но ждать тоже не хочет. Или у невесты есть старшая сестра, но тоже пока еще не собирается замуж. И в этом случае ворует, да. Спасибо, Малика. Тамара. Ирина Бондаренко. Я тоже за видео с мамой, это удивительный человек. Тамара, душа, это человек-легенда. Ириска. Ого, ничего себе, как брат охранял сестру. Молодец. Ирина Бондаренко. Потом эти беседы с мамой загружать дни, когда не можете выпустить ролик. Как вам идея? Такая словоохотливая, интересная женщина. Спасибо, спасибо за идею. Посмотрим. Светлана Кушнир. Привет с Украины, Винницкая область. Ваши видео и ваша жизнь мне интересны. Спасибо, Светлана. Лида, Лейла. Сколько стоят такие башенки? Ну, от 500 и до 1500, смотря какого размера они. Он совсем маленький делает за 500. Вот эти вот. Их видно, Ибрашка? Не видно, по-моему, да? Чуть-чуть видно эту башенку. Он делал за 800. Повыше, которая башенка, 1000, 1200, 1500. Вот так вот. Ну, этот человек просто попал в аварию, страшно пострадал. Ну и как-то хочет себя как бы, чтобы он был занят чем-то. Мне нравится, например, я не знаю. Мне нравятся эти башенки. Я у него заказывала, уже штук 10, наверное, заказала. Так, Мадина, словоохотливая, стыдно признаться, но слышу это слово впервые, очень интересно. Какое слово, Мадина? Так, Ольга Кочнева, лайк поставлен. Мадина, не переживайте, вашу маму Лею слушает одно удовольствие. Спасибо, Оля. Так, Елена Шатрова. Медленная варка предназначена для тушения, томления, как в русской печи. Там подогревается не только дно, но и стенки. Наверное, в этой медленной варке и получится топленое молоко хорошо. Вот в русской печке же раньше делали топленое молоко. Вот это тоже, наверное, будет хорошо. Марха 95, бюстик хейл, халилочка, шуна хейл, бис Марха. Дик. Лида, вообще недорого за такую красоту. Истенок ее семья. Ой, наконец 300, как здорово, давно ждала, когда перевалится 300. Слова охотливая бабушка, первое слово. Точно, Елена, надо попробовать. Надо вообще посмотреть, есть ли это медленная варка, да? Слова охотливые, ну да, это разговорчивые, да. Ирина, мне тоже очень нравятся башенки, дай бог здоровья тому, кто делает их. У меня всегда сердце сжимается, когда слышу такие истории, когда у кого-то что-то случается в жизни. Да, у него была очень сложная история. Но ничего. А Истенок и ее семья с этими башнями, было бы здорово сделать фонтан. Он, между прочим, недавно делал этот фонтан, я не помню, в каком селе у нас, во дворе детского садика. Там были эти башни, что-то такое, и и фонтанчик, и башенки. Очень красиво он сделал.
Галинка, слышали про пожар у блогеров? У каких блогеров? У кого? А Соборова, привет всем, привет. Галина, мне очень нравится видео, где вы с семьей в башню ходили, да. Мне тоже это видео свое нравится, я очень часто его пересматриваю. Как-то, мне кажется, очень там атмосфера такая, и, и музыка такая, и песня такая хорошая была. Так, Галинка, дом сгорел у Виталика и Ангелины. Виталик и Ангелина. Кто такие, интересно? По-моему, помню. Да, что у них случилось там? С ними, я надеюсь, ничего нет. Жена Азера, надежда на похудение у Виталика и Ангелины. Дай Боже, пожар, конечно, страшное дело. Тамара Дакаева, я сегодня читала, как блогер летел в самолете, который обледенел. Амис, всегда приятно вас слушать и смотреть ваши заготовки. Я из Сбербаша, ваша подписчица Галина. Спасибо, Тамара Дакаева. Самолет сел, хвала Всевышнему. Хорошо. Хажер Кахаева. Да, женщина с претензией, вроде про пожар говорила. Не смотрела. Я сегодня вообще в Ютубе почти никого не смотрела. Кого я сегодня смотрела? Никого не смотрела. Я вообще сейчас никого смотреть не успеваю практически. Светлана, Лейла, у вас есть национальные блюда и сладости, есть ли у вас на канале? Есть. Ну, у нас сладостей практически очень мало, конечно, именно национальных. Есть халва из пшеничной муки. Потом хворост тоже считается, он национальным вроде бы, но в принципе этот хворост у многих народов есть, тонкий хворост. Есть хворост чуть-чуть потолще, но я его не делала на канале. А из обычных блюд, ну, из не сладких блюд, что там национальное у меня на канале? Ну, мясо с галушками, подлива наша ингушская. Что еще? Лепешки тоже национальное блюдо. Но опять-таки считается, что это не одно, ну, не наше, а вот именно кавказцев, только немножко чуть-чуть в разные как бы импровизации, можно сказать. Что у чеченцев, что у дагестанцев, что у кабардинцев. Практически это все один. Чуду, лепешки, хенгалыш, это все одно и то же. Халва, да, есть. Из кукурузной муки я не умею, Тамара. Я не делала его. Ну, моя Мяриш делает, моя заловка делает. Может, если она согласится как-то приехать и сделать, снимем, как делается эта халва. Но я ее не делала никогда, не знаю. Я ее просто не люблю сама. Старший мой сын очень любит. Иногда даже покупает. Я не люблю. Седа Идиева, Бистик Хейл, Халила, Муджадук, Ес Хусон. Спасибо большое, спасибо, девочки. Действительно, мне так иногда бывает как-то не по себе как-то даже. Нигар Ибрагимова, салам вам из Баку, смотрим, мне очень нравится. Спасибо вам большое, Нигар, большое спасибо. Тамара такая заловку на бис. Попробую я ее позвать-то, в принципе, она сниматься будет или нет, не знаю. Хажер Кахаева, Лейла, не думаете провести конкурс на своем канале? Нет, я не хочу. А из стенок ее семья. У меня вчера слюни потекли от твоих English. Очень хочу. Вчера у меня был заказ лепешки наши с творогом и English с тыквой. Лепешки с творогом. Ой, с тыквой. Я делала заказ, и Мадина опять-таки заскочила, вот как сейчас, на минуточку. И она так говорит, мама, говорит, лишнего не сделала. А я как раз вызвала такси, и не было лишнего. Я говорю, если ты могла подождать. Она говорит, мне некогда ждать. Вот, говорит, я хочу. Вчера, говорит, слюнки потекли.
Людмила Черная, добрый вечер, Лейла, приятно вас смотреть и слушать, все очень интересно. Спасибо большое, Людмила, тоже моя подписчица, которая часто мне пишет. А Истенок и ее семья, Хажер, может, уговори маму на 50 тысяч подписчиков. Конкурс. Я не знаю. Это как-то не мое, Мадина, я не знаю. Проводи сама. Если будешь проводить, то будешь сама проводить. Тамара, Истенок, а как я страдала позавчера, когда Лейла заказ сделала, все хочется кушать. Позавчера, в принципе-то, я ничего такого и не готовила. Наши галушки и курицу. Да, Мадина, я тебе забыла. Куры и почищенные, и помытые. Можешь сразу варить. Вот разделывала твою курочку и порезалась еще. Вообще, конечно, хотелось, чтобы были заказчики, вот именно как бы доставлять еду, не только приготовленную, но и что-то покупать, если там фрукты, овощи, крупы, чего бы там ни было по заказу. Вот, кто живет вне республики, есть такие люди, которые хотели бы там угостить, что-то такое, поэтому есть такая задумка, если будут клиенты, то пока, правда, у меня нет машины, немножко неудобно, а так ничего страшного. Елена Шинакова, да, простите, могла пропустить. У вас 3 мальчика, Ибрагим младший, Джабраил средний, можно спросить о старшем. Можно, старший Багаудин. Хажер Кахаева, Мадина, проведи, ты и мама согласна вроде. Ну, Мадина же пишет, когда 50 тысяч подписчиков будет. Лида, Лидия, вот когда ты объявляешь, что ничего такого, и бывает очень вкусно. А Истенок и ее семья. Да, Тамара, мы с Аишей сидим, смотрим и говорим, что хотим к маме поесть. Галина, Лейла, пусть твои задумки воплотятся в жизнь. Спасибо, Галечка, спасибо. Сегодня я так на скорую руку все готовила. Мне Тандила привозила вот эти вот спинки и как их, ребрышки от курочек. Быстро поставила их варить, пока мне надо было сегодня все из кухонных стенок вытащить. И все, короче, я была в такой запарке сегодня, ну, не в трудное, как бы не в тяжелое что-то, но нужно было все вытаскивать оттуда. Потом Джабраил обратно повесил, нужно было опять все закладывать. И так на скорую руку сварила супчики с вермишелью. Прекрасно поели 2 раза даже и на ужин. Валентина, Лейла, у вас такие красивые женщины в платках в платьях в пол и платках. Когда смотрю ваши ролики со свадьбы, извините, не печатает знаки препинания. Так, Тамара, это большая помощь, когда ты сам лично не можешь навестить больного или еще кого. Все это купить и организовать нелегко. Хажер Кахаева, амин. Так, Людмила Черная, от вашего заказа никто бы не отказался, все так аппетитно и вкусно. Спасибо. Вы знаете, насчет этих платьев в пол и платках у меня такие проблемы бывают. Ольга Кочнева, а если не секрет, сколько стоит килограмм пельменей и вареников? Пельмени у нас сейчас стоят 280. А вареники я точно уже не знаю, сколько сейчас стоят, если честно. Надо Танзилу спрашивать. Я уже месяц вареники не продавала. Хотя недавно у меня были вареники. Сколько они стоили? 170, по-моему, были вареники с творогом. Да. Пельмени 280. Да, я видела, хотела сказать, зачем разделывала и мыла, да еще и 2 сахар. Ну, в квартире их разделывать, опаливать себе было бы проблемно, я сразу их почистила здесь. Мясо ведь подорожало, да, вообще все. Да, все дорожает, и мясо, и творог, и картошка подорожала, поэтому я даже не успеваю за этими ценами. Ольга Кочнева, спасибо.
Ну, понемножечку будете себе варить, и бульончик, особенно бульончик пейте. Они молодые петушки, они были жирненькие, хорошенькие, желтенькие, прям как будто бы действительно куркуму кушали. Тамара, а Истенок, это же мама. Истенок есть семья. Да, мама еще фарш не берет, а вырезку. Да, я фарш не покупаю. Я несколько раз видела, что они в этот фарш добавляют, поэтому фарш я вообще не для себя, не для продажи не покупаю. Я покупаю чисто мякоть, а она, конечно, дороже. Потому что один раз я даже видела, что и сердце они туда добавляют, и все обрезки от этих ребрышек, и все вот эти вот сухожилия белые, у них же мощные мясорубки, и все перемалывается и идет туда, поэтому я не хочу. Гульбана Нурканова подорожала и у нас в Казахстане, Астане, во всех странах. Да, везде все подорожало, везде. Ольга Волненко, Лейла, вы как-то делали заказ на пельмени и говорили, что 1 килограмм 350 рублей, или я ошибаюсь, извините. Какое-то время завысили, начали, Танзила поставила такую цену, я же с ней разговариваю, что 350 было, но на 350 люди не идут. Так что мы снизили по 280 сейчас продаем. Было, что и 350. Но на это заказчиков мало, поэтому приходится просто снижать цену. У меня-то, я-то, в принципе, мало делаю заказов. Танзила их делает больше. Лила, вот за это тебя и любят заказчики. Ирина, представляю, какой бульончик будет из домашнего петушка, вкусно. Сразу вспомнила детство, как мама варила из петушков, что бабушка давала. Теперь купить хорошее мясо проблема. Да. Ирина Бондаренко. Друзья, очень приятно было пообщаться, но у нас уже почти час ночи. Завтра буду смотреть записи. Спокойной ночи всем. Да, мы тоже, наверное, скоро. Но еще посидим до 22 и разойдемся, друзья. Спасибо, Ирина, что были с нами. Валентина, у нас в Германии пельмени в русском магазине доходят до 8 евро. Хажер Кахаева, видела в ролике, дочка готовила печеночные торты. Если не секрет, цена за 1 килограмм. Ой, я не смогу вам сейчас сказать, сколько они стоят. Лидия, и заказывает у тебя за честность. Татьяна Костенко, Лейла, спасибо за тесто на кефире, дай Всевышний вам здоровья. Спасибо, Татьяна, вам тоже здоровья. Ольга Волненко, у вас все продукты вы берете качественные и чистенько, все, поэтому, мне кажется, недорого вы совсем берете. Ну, не знаю, чисто-то, в принципе, все, наверное, делают, но все-таки, не знаю, я боюсь этой, как бы, фарша этого. Мы в кафе работали, вот я работала в кафе, вот заведующая этого кафе тоже никогда не покупала фарш, вот никогда. Вот обычно же думают, что в кафе хоть что готовят. Вот, и у нас была идеальная чистота, требовалось, конечно, у нее требовали бы небольшие, и покупала она всегда хорошие. Но чуть-чуть дороже продавала, конечно, ее блюда были чуть-чуть дороже, но этого стоило, потому что я буквально 1 месяц поработала в другом кафе, я вообще не работала в этой сфере, как бы, и придя сюда, я была настолько удивлена, потому что в первом кафе, где я работала, нельзя было даже вот маленькую крошку мяса больше положить, вот крупиночку мяса, там, граммулечку, наверное, положить больше мяса в эту мантушку или в пельмешку. А когда сюда я пришла, она говорила, делай как дома, чтобы было вкусно, чтобы было вот как нужно.
Он ничем не ограничивал вот имени вот как готовить. Вот готовьте как дома. Она требовала от нас действительно того, чтобы было вкусно, как дома. Чуть-чуть пригорело, ни в коем случае не отдавайте. И, в принципе, и с нас и не списывалось. По-любому иногда и лепешка пригорит, или еще что-то. Насчет этого вот было вот идеально. Я даже удивлялась, что вот так вот. И всегда было свежее мясо, свежее, не как бы не фарш, а именно вот мясо. Так, в каком возрасте убираете петушков? Да уже с 5-6 месяцев я их убираю. Потому что чем старше, они становятся жестче и невкусные. Так, Вазев Оны, да, дорогая Лила, добрый вечер, рада тебя видеть и слышать. Ну, вдруг, если я неправильно произнесла, потому что я английский не изучала, поэтому не могу правильно прочитать. Тамара, за эту цену, которую Лила берет, я бы даже не включила плиту. Дубровина Анна, привет из Курска, Лила. С большим удовольствием смотрю. Желаю вам здоровья, продвижения канала и много подписчиков. Спасибо, Анна. Амис, конечно, у вас будут заказывать все честно, все готовить, смотреть. Даже приятно, крепкого здоровья и успеха в вашем труде. Спасибо. Светлана Кушнир, а как это украли Танзилу? Зина Богатырева, доброй ночи, Лила. Привет из Казахстана. Лила, рада вас видеть, но здоровья вам и вашей семье. Спасибо, Заина, я тоже рада, что ты зашла. Извини, я первый раз ошиблась в имени. И вам тоже здоровья и всего хорошего. Нигар Ибрагимова, я смотрела видео, где вы отвечали на вопрос о том, почему в СССР не носили хиджаб и не одевали одежду в пол. Ислам всегда был в душе, как бы его не запрещали. Конечно. Конечно. Единственное, что не носили хиджаб. Ну, действительно, потому что вот этот человек сам себе противоречил. Он говорит, вы живете в России, как бы, и вы должны подчиняться российским законам. Но вот поэтому и не носили хиджаб, потому что тогда в СССР они не разрешались. Сейчас они разрешены, и люди их носят просто. А платья в пол были всегда. Кто хотел их одевать, они были всегда и одевались. Кто их хочет и сейчас одевает, кто их не хочет и сейчас не одевают. Сейчас же у нас и сейчас не все 100% в хиджабах и в длинных платьях. И никогда никого никто не принуждает к этому приходишь сам. Людмила Черная, мне тоже кажется недорого, потому что мясо качественное, а труд это же тоже учитывать надо. Таужан Албакова, Сердик Хелшинлила, хороших тебе результатов, всему чату добра и спокойствия. Хел, Сердик, Таужан, как у тебя дела? Ты ролики не выпускаешь, что-то у меня в ленте давно-давно не было твоих роликов. Так, хотя вот я даже сегодня просто зашла, думаю, к Соне, есть ли у нее что-то новенькое. Оказывается, я 3, по-моему, ролика ее пропустила. Мне приходит, во-первых, уведомления, и в ленту не появляются даже те, кому я подписана. Галина, а сколько помню, свое детство, все бабушки носили юбки до пола. Ну, в принципе, да, вот я говорила, что я вот в советские времена была вот в Кургане, в Костроме. Там все женщины, ну, взрослые женщины, бабушки, можно сказать, тоже носили и косынки постоянно, в косыночках таких беленьких, хэбэшных были, и в платье в пол. И почему-то, я не знаю, когда их одевают именно мусульманки, им не нравится. Почему, не знаю, такое вот именно отношение и чем они мешают кому-то. Так, Лидия, это Ужан Сердик Хелха, тебе тоже всего наилучшего. Так.
Приуныли товарищи, да. Устали, наверное, от меня уже. Ну, может быть, будем прощаться уже. Ольга Кочнева, а я храню бабушкину косынку. София Албогачева, Сердик Хелхалела. Хахел, Сердик, София. Сегодня у меня много моих соотечественниц на канале. Так, Марина Соболькова. Привет из Москвы. Вы очень приятный человек. Готовите с любовью, с удовольствием смотрю ваш канал. Спасибо, Марина, большое. Тоже, Лейла, на той неделе произошло такое событие, и я выпустила трехминутное видео. Не видела я тоже давно твое видео нигде. Надо будет просто посмотреть, зайти на канал и посмотреть. Я тебе говорю, сегодня я у Сони просто зашла на канал, чтобы посмотреть, есть ли у нее что-то, потому что давно в ленте у меня ничего не появлялось. А оказывается, я даже 3 видео ее пропустила. Я не знаю, почему это уведомления не приходят. Ирина, я из Украины, у меня бабушка всегда ходила в платке, в длинных платьях. Раньше, тогда, когда девушка становилась замужней, так и платок практически сразу одевался. А что она написала? Модератор. Что? Кого ты удалил? Я никого. А кто у меня модератор? Я. Модератор как-то так улил и исключил пользователя Марины Соболькова из обсуждения на 300 секунд. Кто у нас модератор? Сейчас. Панпурина Наталья. Всем желаю крепкого здоровья. Спасибо, Наталья. Вам тоже. Лена, спасибо большое за интересный эфир. Спасибо, Лена. Тамара Дакаева, Лида Лорсовна. Шутка. Хава Ганижева. Лейла, добрый вечер. Желаю всего наилучшего. Я всегда наблюдаю за страницей. Очень приятно вас слушать и видеть. Спасибо, Хава. Тоже, видите, моя соотечественница. Лида, часто YouTube тупит, да. Ольга Волненко, вы так честно относитесь к заказам, все вкусно, ваши заказчики уверены в вашей продукции, поэтому мне тоже кажется, что дешево берете за обед. Здоровья вам и всей вашим родным. Ирина Гаврюшкина, Лилочка, было очень приятно вас видеть и слышать. Спокойной ночи, всем самого наилучшего. Спасибо, Ирина, спасибо вам тоже. Вера Красильникова, а в вашем возрасте можно пользоваться косметикой и делать макияж? Нет, наверное, не из-за возраста, а вообще, в принципе, нельзя пользоваться макияжем. Я могу пользоваться макияжем дома, чтобы меня никто не видел. Я не знаю. Что ты не знаешь? Я твой аккаунт никому не давал. А как может быть у нас... сам должен сделать. А? Это YouTube сам может сделать. Да? Да, если оскорбление. Ну, не думаю, что там оскорбление было. Но если что-то было бы, он же YouTube, что модератор напишет? Не знаю. Ну вот у меня написано, модератор как-то Я так тоже улил и не исключил пользователя Марины Соболькова Вижу я. из обсуждения на 300 Вижу секунд. я. Что она, интересно, написала? Привет из Москвы, вы очень приятный человек, готовите с любовью, с удовольствием смотрю ваш канал. И много сердечек. Она сама удалила еще, вот, как Марина Соболькова удалила это сообщение. Да. Но это я уже прочитала его. Ну ладно. Так, Ната Душингалиева. Лейла, здравствуйте, как вы поживаете? Смотрю вас всегда, у вас девочки хорошие сыновья. Как про них скажете что-нибудь? Как про них скажете что-нибудь? Ну, рассказать, наверное, про них что-нибудь. Так, спасибо, что смотрите. Антонина. Далее было на Руси. Девушка, выйдя замуж, одевала платок с непокрытой головой. Было грех даже готовить. Сейчас наши традиции утеряны безвозвратно. Вера Красильникова. Доброй ночи. Спасибо за ответ. Галинка. Очень хочется вас увидеть с прической. Увы. Лида. Тамара. Вообще Ахметовна, но можно назвать так. Тебе нравится шутка. Тамара, Галинка, не вариант. Валина Курбатова, спокойной ночи, спасибо за эфир, очень приятная женщина, всем здоровья, спасибо, Валентина, спасибо, что были. Зайка, добрый вечер всем, добрый. Тамара Дакаева, Валорса, Лида, часто вижу тебя у Лейлы. Да, Лида, моя подписчица, как бы сказать,
давнишнее, преданное. Шумага Рабаданова. Лела, не слышать. Приятно слышать, наверное, ага. Таужан Албаков, Лида Цаматёха. Так, ну, друзья, наверное, будем потихонечку сворачиваться. Уже у нас 10 часов вечера, у кого-то еще больше. Спасибо всем, кто был в эфире. София Албогачиева, Лейла, пожалуйста, передайте привет моей дочке Софишке, которой 7 лет. Она тоже смотрит эфир со мной, и ей тоже нравится смотреть ваши эфиры со мной. Софишка, передаю тебе огромный привет из Салмашел. Спасибо, что ты нас смотришь. Умница, будь хорошей девочкой. Привет тебе, привет. Галина, всем доброй ночи, самые лучшие пожелания. Лидия, Галинка, придется приехать к Лейле, она специально сделает прическу в честь твоего приезда. Вот именно, вот, Галя, можешь приехать. Но лучше нет, потому что ты удивишься, у меня очень тонкие волосы, и прически практически из них не получится. Галинка, всем до свидания, до свидания. Тоже Албакова. Лида, кстати, хорошо поддерживает. Да, в принципе, большинство, кто у меня был сегодня в чате, это мои такие ярые подписчицы, которые меня поддерживают, которые постоянно комментируют. И благодаря им у меня двигается канал. Огромное вам спасибо. Людмила Черная, доброй ночи всем доброй ночи. Лида, тоже я уже дома, адаптируюсь. Мадина Хабриева, добрый вечер. Лила, добрый. Ну, Марина, уже и спокойной ночи, наверное. Ирина, всем спокойной ночи. Спасибо за эфир, люблю ваш канал. Спасибо, Ириночка. Ирина тоже моя преданная подписчица. Спасибо, Ирина. Привет передавай маме. Антонина, всем спокойной ночи, сладких снов. София Албогачева, спасибо, она очень рада. И вам, Салмашел, спасибо. А где вы живете, София Албогачева? Тоже Албакова. Лида, как хорошо. Ой, Павел Немоляев, Лила, приветствую, доброго вечера. Добрый вечер, Павел. Как у вас дела? Последний ролик, конечно, был сногсшибательный, особенно заставка. Панпурина Наталья, всем спокойной ночи, спасибо за эфир. Павел, каждый день собираюсь сделать сгущенку по вашему рецепту, никак не доходят руки. В селе Алиюрт. София Албогачева. А, да, Албогачева живут в Алиюрте. Ну все, наверное, друзья. Спокойной ночи вам всем, здоровья, счастья, мира, всего хорошего. Так, Павел Немоляев, стоит один раз попробовать и будете всегда варить. Нужно попробовать. Действительно, каждый день собираюсь, думаю, вот сегодня буду варить, и как-то что-то происходит, что не получается. Я слышала много на других каналах отзывов, что именно ваш рецепт хорошо получается. Ирина, спасибо огромное за привет для мамы. Обязательно передам. Знаю наперед. Мама скажет, передай Лео доброе здоровье. Спасибо. Галина, спасибо. Очень приятно было общение. Всем спокойной ночи, приятных слов. Тамира Дакаева, Софишка из Алирта. Большой привет тебе. Софишка, еще тебе передают привет. Мадина Хабриева, Салмашу, Лео. Спасибо тебе тоже, Мадиночка, Салмашу. Всем друзьям Салмашу. Всем здоровья, счастья, мира. Всем. Самое главное здоровье. Не болейте. Будьте счастливы. И спасибо за поддержку, и что смотрите меня. Огромное вам спасибо.